моей семье было известно и говорилось о том, что в нашем роду есть герой. И мы, конечно, этим очень гордились, но большей какой-то информации не было. Я стала искать по крупицам информацию, все, что связано с Лонгиновыми. И я помнила, что мне говорили, что отец моего дедушки был православный священник. Это все, что я знала. В советское время не принято было говорить о таком родстве, и, в общем, это даже, может быть, и было опасно. И чтобы обезопасить нас, детей, нам старались ничего не говорить. Володю я лично знаю по архивным данным, по публикациям. Тем много занималась моя мать Юлита Каркавина Дионисовна. Но она его искала и после войны, и это. Нашли его случайно, нашел его Гоголев в музее, в архиве Министерства обороны. Он является первым из местных, которые непосредственно родились в Якутии и выросли, героем Советского Союза. Владимир Лонгинов родился 2 сентября 1919 года в селе Танда, ныне Баягантайского наслега, у Салданского улуса Республики Саха-Якутия, в семье православного священника. Тема преемственности в семьях священников, династий священнических, она очень такая интересная. И оказалось, что в династии священников Лонгиновых 6 поколений священников. Началась она в XVIII веке в новгородских землях. Священник – это профессия и дело самоотверженное. Поэтому, значит, вот и соответствующее воспитание священники давали. Поэтому получился такой яркий человек. Окончил начальную школу в селе Берье Усть-Салданского района, учился в школе в Верхневилюйске, работал финансистом в селе Томпо и инспектором госстраха в городе Якутске. А семья Лонгиновых вся знала якутский язык. И мать моя, и все сестры, братья знали, говорили по-якутски. Он даже ездил в Томпо, сейчас Томпо нет, а Тополинное. Там он ездил обучать ивенков. Это Томпо, это ивенкийское население. И вот я нашел его, как сказать, протокол приема в комсомол. И он написан на ивенкийском языке. Наш герой Владимир Лонгинов, он ездил по деревням, он учил простых людей грамоте, чтобы они просто могли читать и писать. И при этом, показывая своей жизнью добрый пример, как можно относиться к людям, как можно служить своей стране. В августе 1941 года был призван в Красную армию Якутским горвоенкоматом. На фронте стал пулеметчиком. Как командир пулеметного расчета участвовал в освобождении Воронежа и Украины. Особо отличился при форсировании Днепра. В ночь на 25 сентября 1943 года одним из первых на подручных средствах со своим пулеметным расчетом форсировал Днепр в районе города Канев, Черкасская область, Украина. Огнем прикрывал переправу подразделений полка и поддерживал их бой по захвату плацдарма. Уничтожил более 80 офицеров и солдат противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года за успешное форсирование Днепра, прочное закрепление плацдарма и проявленные при этом отвагу и геройство сержанту Лонгинову Владимиру Денисовичу присвоено звание Героя Советского Союза. Высокие награды Родины герой получить не успел. 18 ноября 1943 года при отражении контрудара противника он погиб. Долгое время считался пропавшим без вести. Похоронен в братской могиле в селе Пшеничники Каневского района Черкасской области. Награжден орденом Ленина. За форсирование Днепра ему и присвоили звание Героя Советского Союза.
Но долго его найти не могли, так как фамилия на грудном листе было написано все правильно, а информация везде была искажена. В газете «Правда и известия» за 1943 год, там была фамилия сержант Ландинов Владимир Денисович. Только благодаря его однополчанам, это Захарченко, пулеметчику, и Жмаченко, которые тоже в этом приказе были, только по им я нашел и его имя и фамилия. Я 2 раза был на его могилке, и вот это расстояние от Днепра до села Пшеничники, они форсировали, например, 25 числа сентября, а погиб он, пропал без вести 18 ноября. И вот почти за 2 месяца наши войска прошли только этих 5 или 6 километров. Это показывает, какие упорные бои были. Слава героям нашей Родины! Имя героя увековечено в родной Якутии. В городе Якутске, в селах Барагонцы и Танда есть улицы Лонгинова. На аллее героев села Барагонцы и в селе Танда установлены бюсты. Мемориальные доски открыты на здании якутского филиала Росгострах и на здании школы в селе Берие. В 2005 году имя Лонгинова присвоено Атамайской средней общеобразовательной школе. Имя героя Владимира Лонгинова увековечил благодаря кропотливым поискам сотрудник Якутского областного партийного архива Петр Васильевич Гоголев, который в 1965 году рассказал родным Владимира Денисовича Лонгинова о его геройском подвиге, о высокой награде Родины. Петр Васильевич Гоголев является родным дядей председателя Государственного собрания Илтумен Якутии Петра Гоголева. Грамота Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Владимиру Денисовичу Лонгинову звания Героя Советского Союза была передана на хранение его сестрам. Родные и близкие уже десятилетиями хранят память о своем герое. Это отметила в своем выступлении на торжественном собрании вице-премьер правительства Якутии Ольга Балабкина. Мы отмечаем на республиканском уровне и вспоминаем тех, кому бы сегодня исполнилось 100 лет. И к таким людям относится один из 24 героев Советского Союза Владимир Леонидович Лонгинов. Я благодарна семье за то, что сегодня вы здесь присутствуете, за то, что, как сказали вы в своем ролике, несете ту дополнительную ответственность перед своими потомками, перед нами, живущими здесь, на территории Республики Саха-Якутия, ну и, наверное, перед всеми россиянами память о своем родственнике, за то, что доносите до нас эту информацию, за то, что им гордитесь и являетесь истинными потомками победителей. В какой-то момент в нашей стране произошел перелом. Мы перестали забывать, что мы действительно потомки победителей. Мы именно такие люди, которые стали героями Советского Союза. И те, вообще все, кто прошел войну, нам не дают покоя в этом отношении. Они нам всегда говорят, если мы стали победителями, они нам всегда напоминают, если мы одолели врага, они нам всегда будут двигать нас этим вперед, то, соответственно, и вы сможете дальше развивать свою родную страну. Я всех хочу поздравить именно с этим юбилеем, с юбилеем героя. Слава героям нашей Родины! На торжественном собрании в честь столетия рождения героя были вручены грамоты и благодарственные письма за вклад в увековечивание имени Героя Советского Союза. С приветственными словами выступили представители 2 улусов Якутии, где жил и учился герой – Усалданского и Горного улусов. В год столетия Владимира Лонгинова в республике торжественно проводился слет. Реализован проект «По следам жизни героев». Прошла республиканская спортивно-патриотическая игра «Снежный барс». Презентован стенд о жизни Лонгинова в Министерстве финансов Якутии. На Эсэхе в Горном районе часть программы была посвящена его памяти. В день рождения Лонгинова в селе Барагонцы Усалданского района состоялись торжественный митинг на аллее героев и линейка учеников Мирунской СОШ номер 2.
В селе Танда отслужена литургия у церкви, где работал отец Владимира Лонгинова. Во многих селах открыты выставки. Кроме того, в окружной администрации Якутска принято решение об открытии сквера с установкой памятника. Также он является непосредственно первым героем, который родился, вырос и ушел на фронт именно земли Якутии. А именно он истинный герой земли Аланфон. Я рада, что я потомок таких великих людей, потому что в нашем роду есть священники, люди, которые любили Бога, любили людей, ближних своих, любили свою землю. Есть герои Советского Союза, в честь которого мы сегодня собрались, и для нас это большая радость. И есть мой дедушка, человек, который работал в тылу, который был героем тыла. И родился он на Пяскеле, у меня есть свидетельство его рождения, оригинал. Я очень счастлива быть с вами. Спасибо вам большое, и хочу еще сказать одну фразу. Из Сюрапитен Маханави. Лонгинов Владимир Денисович, командир пулеметного расчета 722-го стрелкового полка, 206-я стрелковая дивизия, 47-я армия, Воронежский фронт, сержант.